Селям алейкум, сагла телесержелер. В эфире самая вкусная, самая пикантная программа «Софра Габуирнус». Сегодня мы будем готовить настоящее кулинарное достояние, приготовление которого не оставит никого равнодушным, а также удивит ароматом и вкусовыми качествами. Об этом нам поможет наш гость, и мне уже не терпится ее представить. Член Национального общества диетологов, врач-диетолог Венера Яшлавская. Здоровье – это самое ценное в жизни человека. Одной из отраслей, оказывающих профессиональную помощь в поддержании здорового образа жизни, являются специалисты в области медицины. Так, героиня программы Венера Яшлавская всю свою жизнь мечтала о любимой работе врача и личном кабинете. Благодаря своей целеустремленности и упорству она достигла намеченной цели. И сегодня она специализируется на восстановлении здоровья при помощи правильно подобранного рациона для каждого пациента. Многочисленные дипломы и сертификаты являются подтверждением того, что Венера Ханам – ответственный врач, идущий в ногу со временем и непрерывно повышающий свою квалификацию. Уже сегодня Венера Яшлавская поделится особым диетическим рецептом национального блюда на гостеприимной кухне Софра Габуирнус. Венера Ханум, селям алейкум, рады вас видеть у нас в гостях. Алейкум селям. Венера Ханум, сегодня мы будем готовить очень интересное блюдо. Хочу отметить, что рецепт отличается от классического. Что же это будет? Поделитесь. Это будет лагман, национальное блюдо, но удивлю тем, что это диетический вариант. Я разрешаю его и своим пациентам, и людям, которые придерживаются правильного питания. Здорово. А то, чем же оно отличается от классического рецепта, узнаем мы в процессе программы. А сейчас я хотела бы спросить, какие продукты нам необходимы. Нам понадобится лапша из твердых сортов пшеницы, понадобится мясо, постное желательно, здесь у нас немного жирное, но мы обойдем этот вариант, расскажу как. Овощи, это баклажан, кабачок, морковь, болгарский перец, лук и помидоры. Мы их предварительно залили кипятком для того, чтобы очистить от кожицы. И томатная паста, зелень для украшения. Отлично. А что мы можем использовать вместо вермишели? Может ли это быть домашнего приготовления вариант? Но это будет не совсем диетический, но можно, если у вас нет задачи снижения массы тела. Хорошо, я вас поняла. С чего мы начнем? Давайте нарежем мясо и овощи. Единственное, по мясу я так пациентам своим советую готовить видимые куски жира, срезайте перед готовкой, мы их не используем. Все в этом блюде кубиками идет. Венера, сегодня вы успешный диетолог, но все знают, что начинается все с первых шагов, с азов. Расскажите, почему вы в свое время когда-то выбрали медицину? Все началось давно, еще с детства, лет с 4-5, когда я узнала о существовании профессий, знала, что существует такая профессия врач, и вот с тех пор, не меняя своего желания, я захотела стать врачом. До поступления в медуниверситет хотела стать врачом-хирургом. Поступила я сразу на 2 бюджетных отделения, на стоматологию, на всякий случай, и на лечебное дело. Так как мечта моя была стать врачом-хирургом, поэтому документы со стоматологии я забрала. Училась 6 лет, потом по распределению отправилась проходить интернатуру в Херсоне по специальности анестезиолог детский. Проходила в детской областной больнице. Потом после окончания интернатуры вернулась в Крым, работала в Алуште врачом-анестезиологом, затем в Республиканской клинической больнице имени Семашко. Сколько лет вы там проработали? В Семашко около 2 лет я проработала. Опыт хороший. Плюс еще работа в Алуште, конечно, практика очень была тяжелая и хорошая. В процессе работы анестезиологом тогда уже я увлеклась диетологией, так скажем, правильным питанием и спортом. Настолько меня эта тема поглотила, что... То есть это вы для себя, занимались? Да, абсолютно. В принципе, я всю жизнь была в поиске своей идеальной физической формы, увлекалась диетами еще в школьные времена, боялась, что генетический фактор реализуется, поэтому любила я, в общем, изучать этот вопрос. Потом уже и много информации на тему правильного питания было. Когда я перестала уже баловаться диетами, так скажем, и нашла путь к правильному питанию и спорту, я получила желаемый результат. С тех пор решила связать свою жизнь уже на профессиональной основе, то есть учитывая, что у меня высшее медицинское образование и плюс
мне эта тема очень нравилась. Я решила, что хобби должно перерасти в профессию. Решила получить специализацию по диетологии. Но для того, чтобы получить эту специализацию, нужно было еще что-то получить. Да, к сожалению, путь оказался не таким простым, как я думала. Есть закон такой в соответствии специальности. И вот из анестезиолога, к сожалению, сразу в диетологи превратиться нельзя. Пришлось мне еще проходить интернатуру по терапии. А затем, после прохождения интернатуры, то есть я получила еще одну специальность – терапевт. Поехала я дальше в Москву учиться. Кругосветное путешествие. Да. Ради Ну, своей раз мечты. уже цель была поставлена, нужно ее добиваться. Проходила я специализацию на базе клиники Института питания. Пройдя специализацию, получила сертификат врача-диетолога. И вот в настоящий момент на частной основе уже провожу прием. Венера Ханум, мне интересно узнать, сколько лет вы потратили в общем на обучение? Наверное, около 10, 6 лет медуниверситета, 2 года интернатуры по анестезиологии, это уже 8, год по терапии, с диетологией 1,5 года, 9,5 лет. Учимся мы всю жизнь, все равно мы проходим постоянно курсы, посещаем конференции, иначе в этом всем не будет смысла. Это хорошо, когда есть такое стремление к знаниям. Венера Ханум, что вам нравится больше всего в вашей профессии? Больше всего в моей профессии мне нравятся счастливые лица моих пациентов. Мне нравятся результаты, которые они достигают. Мне нравится, что они становятся легче, красивее. Сплошное удовольствие получаю, потому что это действительно очень позитивная профессия. Кстати, с морковкой мы уже закончили. Вижу, так аккуратно кубиками вы нарезали. Я старалась. Приступлю к луку. Нарезаем все кубиками. Венера Ханум, сейчас в СМИ, в интернете множество постов, посвященных тому, как можно похудеть за 3 дня, либо за неделю. Вот, я-то понимаю, что это все неправильно, что сам процесс похудения должен быть естественным. Кому и чему верить в данном случае? Быстрым диетам по снижению массы тела однозначно верить нельзя, потому что это чревато, во-первых, быстрым набором скинутых килограммов, да, и проблемами со здоровьем. Могут быть даже фатальные случаи. Ни в коем случае не верьте быстрым диетам. Вы должны понимать, что когда заканчивается диета, возвращаются все те факторы, которые вызывали у вас до этого набор массы тела. Поэтому только кардинальная смена, модификация образа жизни. Как отличить специалиста профессионального от самозванца, который, так скажем, гарантирует те самые результаты? Да, самозванцев сейчас немало развелось на просторах интернета, да и в жизни. Да. Во-первых, вы всегда можете потребовать удостоверяющие его образование документы. Да? Это должен быть диплом о высшем медицинском образовании, это должен быть сертификат специалиста и диплом о прохождении специализации. Это 3 основных документа. Кроме того, если это медицинская организация, а других не должно быть, для ведения медицинской деятельности обязательно получается лицензия на разрешение на ведение медицинской деятельности. Если вы проводите лечение не в пределах медицинского учреждения, это 5 лет тюрьмы, так вам скажу. Поэтому смотрите на лицензию от Росздрава. Это основные документы. Также, как можно отличить именно врача-диетолога? Он обязательно должен попросить у вас какие-то удостоверяющие документы по вашему здоровью. То есть это анализы, результаты анализов, выписки от специалистов, если таковые имеются, обследования, которые его интересуют. Только на основании исходных данных о вашем здоровье можно составлять рекомендации. Ну и еще есть такой отличительный момент. Врач-диетолог редко в своем лексиконе использует вес. Масса тела. Это такая профессия, где внешний вид обязывает, если специалист сам поддерживает свой вес в нормальных рамках, индекс массы тела у него в нормальных границах, значит, свои рекомендации он выполняет, и они действенные. Вот такие нехитрые критерии. Вот так, дорогие телезрители, знайте свои права и отличайте специалиста от самозванца. Что мы делаем сейчас? Давайте приступим к баклажанам и перцу. Венера Ханум, врач-диетолог. Но мне, естественно, интересно, какие блюда вы готовите дома? Простые, несложные, быстрого приготовления блюда используем. В основном это блюда на гриле, либо запеченные, рыба, морепродукты,
птица. Лагман, кстати, тоже любят у меня дома, часто его готовлю. Именно вот такой вот, да, способ Да. приготовления? Вообще, честно говоря, дома ничего не жарю на масле абсолютно. А хлеб вы употребляете? Хлеб употребляем, белый крайне редко, больше для мужа и для ребенка. Так в основном цельнозерновой, отрубной, ржаной хлеб. То есть, который особого вреда не несет, да? Да. Хорошо. Венера Ханым, говоря о клиентах, чем они мотивируются? И вообще, если взять в общем категорию женщин и мужчин, что служит для них мотивацией? Конечно же, превалируют женщины среди моих пациентов. Это всегда было актуально среди женщин. Но приблизительно сейчас выравнивается количество мужчин и женщин. Актуальна сейчас тема здорового образа жизни, поддержания физической формы среди мужчин. В основном 80% это пациенты с избыточным весом и ожирением, конечно же. Что страдает в первую очередь? В первую очередь страдают сосуды. В результате отложения холестерина на стенках, это такое распространенное заболевание, атеросклероз, который и является причиной вытекающих заболеваний отсюда. Это инсульты, инфаркты, гипертоническая болезнь. Развивается сахарный диабет, потому что жировая ткань имеет на своей поверхности мало рецепторов, которые воспринимают инсулин. Инсулина становится много в организме, а прикрепиться ему не к чему. И в результате начинается отложение жира, это действие инсулина. Это заболевания желудочно-кишечного тракта в первую очередь, гастриты, язвы, дуодениты, панкреатиты. Питание, да, и все питают еще нерегулярно. Конечно, нерегулярно, стрессовый фактор тоже способствует развитию этих заболеваний, нельзя его опускать. А какая вот возрастная категория обращается чаще всего? Либо За 30, я бы сказала. 30, даже да. так. Вообще ожирение сейчас, избыточная масса тела растет и молодеет. Уже среди детского населения очень высок процент больных детей, больных избыточной массой тела и ожирением. Раньше такой проблемы не было, детки были худые, здоровые, энергичные. Сейчас, да, к сожалению, кстати, основная часть времени проводится перед компьютерами, ну и плюс в сочетании с неправильной пищей имеем, что имеем. Вот с баклажанами мы закончили. Отлично. Красота. Я тоже практически дорезаю перец. Так, я вижу у нас помидоры. Да, мы предварительно залили их кипятком для того, чтобы очистить от кожицы. Вот такой способ: необходимо сердцевинку вырезать и аккуратненько заливать именно в сердцевинку. И тогда с легкостью мы сможем отделить кожицу. Хочу обратить внимание, дорогие телезрители, вот так вот это примерно выглядит. Венера Ханым, интересно узнать, на чем основываются индивидуальные программы, которые вы составляете? Интересный вопрос. В первую очередь это на исходных параметрах здоровья пациента. То есть на первичную консультацию все пациенты обязательно приходят у меня с результатами анализов. Есть клинический минимум, который выставлен у меня на сайте. Если в определенных случаях требуются мне дополнительные анализы, я назначаю. Дальше учитываю я возраст и пол, конечно же. Мужчина, женщина, уровень физической активности, режим работы, режим труда, сна и отдыха, индивидуальные предпочтения пациента, естественно, учитываются. Также проводим мы анализ состава тела, с учетом которого я определяю сухую, тощую массу пациента и рассчитываю, соответственно, на эту массу белки, жиры, углеводы и калорийность питания. И есть еще такой анализ, но назначаю я его не всем пациентам, называется анализ на индивидуальную пищевую непереносимость. Это что такое? Показывает, какая скрытая непереносимость есть у конкретного пациента. Анализ проводится на 111 продуктов. Вы можете не подозревать о том, что у вас есть непереносимость этих продуктов. Это могут быть элементарные, Интересно. например, даже яблоки, которые вы едите каждый день. Впоследствии даже может вылиться это в развитие аутоиммунных заболеваний. То есть те заболевания, когда организм сам против себя начинает вырабатывать антитела. Настолько все взаимосвязано. Что-то так тонко, это нужно все знать и учитывать, я думаю. Да, но, конечно, помогают методы исследования, интерпретация их. И вот с учетом всех вышеперечисленных факторов я составляю рацион. Такая трудоемкая работа. Да, подсчет достаточно трудоемкий, длительное время занимает. Вот таким образом. Как-то так. Венера Ханым, вы большая молодец. Спасибо. Так, помидоры мы нарезали. Бывает ли такое, что пациент пришел к вам за помощью, а вы начинаете ему помогать, и он опускает руки?
Бывает и такое, но, к счастью, в редких случаях я стараюсь поддерживать связь со своими пациентами, контролировать их. Это необходимо, потому что люди, особенно с избыточной массой тела, с ожирением, к сожалению, имеют низкую мотивацию. И требуется время для того, чтобы их подбодрить, поддержка психологическая требуется. Поэтому мы на связи практически 24 часа в сутки. Интересно, думаю, наблюдать эту динамику, да, развития? Очень интересно, я всегда жду следующей встречи с пациентом, особенно жду даже не второй консультации, а интересно, когда они приходят через 6 месяцев, через 3 месяца и заходят в кабинет действительно другой человек. С улыбкой на лице. Да, со светом в глазах, с улыбкой на лице. И с таким восхищением они рассказывают свое состояние улучшенное, изменения в своей жизни, что я обожаю работать с те моменты, да, вы понимаете, что вы значимы, то, что вы делаете добро людям, и это приносит пользу. Хорошо. На столе у нас, смотрю, практически все нарезано. Что мы делаем дальше? А дальше переступим к процессу жарки и отварим макароны параллельно. Мне уже не терпится перейти к следующему этапу. И отличие первого нашего диетического лагмана в том, что мы готовим без масла его. Обжариваем все ингредиенты без использования масла. Вот, собственно, одно из отличий. Да, добавляем мясо и поочередно обжаривая. Мясо нужно обжарить до корочки золотистой. И потом только мы можем добавлять другие продукты. Да, так лагман будет вкуснее, и никто не почувствует, не отличит его от недиетического варианта. Венера Ханум, хотела бы поговорить с вами о вашей семье. Я знаю, что у вас подрастает маленький сыночек. Семья – это самое мое главное богатство, самая большая моя гордость. Сыночек – счастье, радость каждый день от его улыбок. 1,5 года моему сыну. Молодцы. Конечно, занимает процесс воспитания тоже серьезную часть моей жизни. И, наверное, это основная, самая главная моя задача с супругом. Как вы вырастить успеваете достойного человека. и работу, и воспитать ребенка? Успеваю благодаря моим родителям, благодаря моему мужу и родителям моего мужа. Спасибо им большое. Они поддерживают, помогают мне во всех моих начинаниях. Без них я, конечно, бы не справилась. Ну и стараюсь планировать домашние дела заранее, перед работой. А также экономлю время благодаря использованию всех достижений науки сейчас, которые существуют. То есть электроприборы, это очень экономит время. Помогают, выручают, да? Конечно, Домашние подружки. Да, это наши самые лучшие друзья. Венера Ханум, наша вода закипела. Прекрасно, можно добавлять лапшу. Я знаю, что вы одни из немногих, которые проводят очень интересное исследование с таким особым аппаратом. Расскажите подробнее, что за аппарат и когда он применяется. Это основа, от чего я отталкиваюсь для расчета рациона для пациента и определения исходных его параметров. Называется это биоимпедансный анализ состава тела. Проводится он на специализированном аппарате. Это разработка научно-технического института России. Все очень серьезно. Да, это стандарт оснащения кабинета диетолога, центров здоровья. В общем-то, он должен во многих кабинетах находиться. Что дает это исследование? Определяется у пациента количество жира, количество мышц и количество воды непосредственно в его организме. И, соответственно, отсюда мы определяем, какой избыток либо недостаток по этим параметрам есть. То есть это такой главный инструмент диетолога, да? Конечно, потому что спортсмен в 60 килограммов и мужчина в 60 килограммов могут иметь абсолютно разный состав тела. Спортсмен, естественно, будет мышечным, а пациент с 60 килограммами даже может иметь избыток жира. А по весам и по росту они могут быть идентичными. Поэтому это абсолютно необходимый аппарат в работе диетолога. А по варке макарон необходимо строго учитывать время, указанное на упаковке, для того, чтобы был ниже гликемический индекс. Мы должны варить соответственно времени, указанному на упаковке, и даже на 1 минуту меньше. Тогда мы получим макароны аль денте, что переводится на зубок, более твердыми. Вот, кстати, в Италии все используют только такой способ варки, слегка недоваренные. О таком я даже не знала способе. Венера Ханум, я вижу, наше мясо уже потушилось. Да, и самое время бросать лук. Если у вас подгорает без масла, то можно немножко добавлять кипяченой воды. Венера Ханум, мы говорили об исследовании, в каких случаях он применяется, этот аппарат? Я использую это исследование для того, чтобы определить идеальную массу тела, то есть безжировую массу тела у пациента, и рассчитать на нее с точностью до грамма белки, жиры и углеводы, и калорийность питания.
Кроме того, этот аппарат используется даже в спортивной медицине, в профессиональной, даже у олимпийских чемпионов, как в динамике определения уровня подготовки спортсмена к соревнованиям. Есть такой параметр, там фазовый угол называется. И вот по нему можно определить, насколько готов спортсмен к соревнованиям, насколько выросли его силовые показатели, скоростные показатели. В абсолютно всех видах спорта его можно использовать. За основу своих подсчетов беру это исследование. Отлично. Венера Ханум, мы о диетах, да, о диетах. Что вы скажете о правильном питании, о здоровом образе жизни? Что это такое? Я считаю, что это основа основ. Это то, к чему должен стремиться каждый человек, если он хочет продлить свое долголетие, если он хочет быть здоровым, легким в любом возрасте. Если не хочется, я думаю, и никому не хотелось бы в старости, либо с возрастом постоянно принимать таблетированные препараты, быть от них зависимыми и заработать сопутствующие заболевания. Кажется, что это только воздействие на красоту, на привлекательность человека. На самом деле это профилактика развития многих заболеваний такими нехитрыми методами, питанием и физической активностью. Все, что необходимо. Да, я думаю, что можно добавлять морковь. Венера Ханум, как вы относитесь к фастфудам? Что вы можете вообще о них сказать? Вот ведь люди в спешке покупают вот на дороге где-то и не задумываются о том, что это вредно. Да, к сожалению, одно блюдо из фастфуда может быть равносильно калорийности всего суточного рациона. Конечно же, я негативно отношусь к нему, потому что те же блюда, гамбургеры можно приготовить более щадящим способом, без использования этих вредных соусов, обжарки в большом количестве масла. Только нужно желание и немножко времени для этого. Добавим баклажаны. Баклажаны отлично заменят картофель. Вот второе отличие нашего лагмана в том, что мы не используем картофель. Ага. Венера Ханум, чем вы занимаетесь помимо основной деятельности? Есть ли у вас хобби? Основное хобби – это спорт, силовыми нагрузками. Вы посещаете тренажерный зал? Да, в тренажерном зале стараюсь заниматься регулярно, если позволяет время. Если вдруг по каким-то причинам не получается у меня дойти в зал, то я чувствую прямо боль во всем теле, если честно, как-то сразу теряется тонус. Одно из моих увлечений, наверное, путешествия. Как вы любите путешествовать? Да, обожаю путешествовать. К сожалению, еще не так много мест я посетила, но очень интересно посещать именно те города, в которых я не была. Сейчас стараемся осваивать Крым, очень много интересного в нашей родине. Ну и ближайшие города материка, если не так долго занимает дорога, то тоже стараемся бывать там. И в последнее время увлеклась еще чтением литературы по психологии, особенно что связано с воспитанием ребенка, хочется вырастить достойного человека. И дизайн, вот одно из моих последних увлечений. Чего? Интерьера? Да. А сейчас добавим кабачок. И приблизительно время приготовления одинаково, можем добавить и перец сразу. Венера Ханум, сформулируйте свое отношение к жизни в 5 словах. Это очень интересный вопрос. Да. Наверное, это искренность, любовь, материнство, самореализация и гармония. Интересный подход. Как часто вы ставите цели и ставите ли вы их вообще? Я ставлю цели постоянно, от этого даже порой страдаю, потому что я постоянно ставлю себе рамки, задачи на ближайший день, на ближайший час. И если я могу не уложиться в свои рамки, то это паника начинается. Да, ну, по крайней мере, я расстраиваюсь. Поэтому даже не знаю, хорошо ли это, плохо, но если я справляюсь с выполненным объемом работы, это приносит мне нескончаемое удовольствие. Цели и на ближайшее будущее, и на дальнейшее будущее я ставлю себе постоянно. Так, самый такой последний штрих. Да, и можно сразу же со специями немножечко обжарить, потому что если мы томат не дожарим, тогда бульон будет кислым. Смотрите, чтобы в специях не было соли в составе. В большом количестве не добавляю в блюдо, потому что раздражается слизистая желудка, не совсем полезно. Сейчас нужно добавить немного кипятка. Отлично, я этим займусь. Ждем до полного приготовления каждого из ингредиентов. Отлично, тогда накрываем крышкой. Да.
Дорогие телезрители, наше время пролетело незаметно. Вот результат наших стараний. Замечательный лагман, приготовленный особым способом. Выглядит вкусно. Украсим блюдо зеленью. Можно еще добавить петрушки. Вы очень интересная личность. Я рада, что на моем пути повстречался такой человек, как вы. Спасибо, Вот интересно, взаимно. интересно узнать, какова цена успеха для вас? Секрет успеха в том, что нельзя останавливаться даже на достигнутых результатах. Всегда нужно идти вперед и ставить перед собой новые задачи, новые цели. Продолжать развиваться, и это будет открывать для вас новые возможности и новые двери в вашей жизни. Как красиво сказано. Венера Ханом, что бы вы пожелали нашим дорогим телезрителям? Мне не терпится это услышать. Как специалист хочу в первую очередь пожелать прийти к правильному питанию, к здоровому образу жизни и обязательно получить от этого удовольствие и легкость. И, конечно же, хочу пожелать вам здоровья, долгих лет жизни и наслаждаться жизнью в каждом объеме, каждую прожитую минуту. Ведь из этих минут и состоит наша жизнь. Венера Ханом, чух, сагулны, что пришли к нам в гости, поделились таким рецептом. Я была рада вас видеть. Сызгеда сага у нас. Дорогие телезрители, желаю вам закалять свой организм и характер. Питайтесь правильно и занимайтесь спортом, и тогда у вас все будет отлично. С вами была Эльвина Чекиева и Венера Яшлавская. Программа «Софрага Буйрнус», Артатлова Сун, Коршкенджи.